Парламентарии Коми сегодня представили проект так называемого антимусорного закона. На заседании межфракционной рабочей группы о содержании рассказал заместитель руководителя аппарата Госсовета Игорь Труфанов. Новый порядок призван распределить полномочия в области обращения с отходами между органами власти. На уровне региона считается, что федеральным законодательством эти вопросы регулируются не в полном объеме. Авторы предлагают дополнительные способы стимулирования для малого бизнеса и самого населения. Например, в части раздельного сбора мусора. Споры вызвала статья, регулирующая соглашение, предусматривающее поступление твердых коммунальных бытовых отходов из других регионов. Предложено закрепить, что делать это можно исключительно для переработки. Дело в том, что некоторые предприятия вторпереработки сегодня остро нуждаются в сырье того, что вырабатывается внутри республики, не хватает. Это картон и пластик. Другой аспект – экономическое и экологическое обоснование такого соглашения. Тут депутаты тоже хотят конкретики. После обобщения всех их предложений будет какая-то форма вот этого законопроекта, которую можно будет выносить в публичную плоскость. Но не уверен, что это будет в ближайшее время, потому что со стороны членов рабочей группы поступило очень много предложений и достаточно отдельных. Я думаю, законопроект будет сделан таким, что он будет устраивать всех жителей Республики Коми и служить нормальному современному правовому регулированию вопросов обращения с твердыми бытовыми отходами. Обратим внимание, что в подготовке этого законопроекта принимают участие все партии. В ходе дискуссии предложения каждого члена рабочей группы были запротоколированы и учтены. Депутаты обозначили неделю, чтобы внести дополнительные предложения, после чего обновленный документ будет вновь вынесен на обсуждение.